Валейкум ассалам. Народ, ждем. Альхамдулилlah, все хорошо. Будем ждать. Валейкум ассалам. Сейчас мы чуть подождем. Так. Халид дейр даларк. Ой, чей мерамдар. Валейкум салам, Руслан. Масарга Джахар. Масарга Станд. Валейкум салам, Мичи. Настроение, ну вот как сказать, захотелось пообщаться с вами. Вот. Настроение должно быть. Валейкум салам, Масарга. Вот сейчас, секунду. Ага. Альхамдулилlah. Настроение боевое. Вот. Сколько нас? 33. Камиль. Валейкум салам. Байсангур Борс. Нохчимата хаттан. Ты на чеченском спросил, но я отвечу на русском языке. Ну, как рассказать о наших героях, о парнях, которых любил наш президент. Ну, он всех любил, всех, которые стояли рядом с ним вот, на войне против российских оккупантов. Масудук Безарк. Валейкум салам, Масарга. Когда приедешь в Ингушетию, пишешь. Была бы возможность, с удовольствием приехал бы. С удовольствием. Так, я уже Ломаевому все сказал, что буду министром цензуры, просто имею в виду. Да. Имеем в виду, так. Секунду. Настройки. Ну, я жду людей пока. Руслан, ну, я просто захотел вот так сам, сейчас в голову такая мысль пришла, дай-ка я поговорю, пообщаюсь с вами. Ну, тему мы найдем, любую тему затронем. Можем поднять любой вопрос без проблем. Вот. Ломель Дадаев. Анзор, что ты помнишь из того, когда вы приехали домой? Эх, брат, ну, я... Валейкум салам, Масарга. Я помню все. Память, оказывается, у меня хорошая. Я был очень рад, что мы, у нас, у нашего народа есть президент, что мы наконец-то будем свободными. Вот. И вот эта гордость, да, за все это, ну, вот эти чувства я помню, что мы все-таки едем на свою родную землю. Мне очень хотелось увидеть Джахара Дудаева в то время, и это помню я. Сейчас. Тут вопросы. Байсангур, Сангур знает очень много про нашего президента. Конечно, много знаю, можно сказать, все знаю. Так, Руслан,
Так, я зачитаю твой вопрос. Скажите, пожалуйста, каково ваше мнение о карабахской ситуации? Ныне она обострилась, тем более вы были и жили в Баку. Ну, Руслан, азербайджанцы, наши братья, мы друг другу помогали, ну, мы все это знаем. Вот, и вообще-то, ну, я сторонник мира, мне очень хотелось бы, чтобы все решалось вот в мирном русле, без войн, без крови. Но между нами, вот вообще на Кавказе стала Россия, она провоцирует вот эти конфликты, и поэтому вот эта тема раздута, и поэтому на Кавказе проливается кровь, вот, из-за этих провокаций. Конечно, все хотелось бы, чтобы завершилось миром, и я сам был, с отцом приезжал в Баку, встречались с Гайдаром Алиевым, вот, были официальные встречи, договора были, и у Масхадова и у Алиева были очень хорошие вот братские отношения, вот. И мы не забудем за вашу помощь, которую вы оказали нам. У нас было очень много беженцев. Я помню, да, мы там жили тоже. Так что вот такое мнение насчет Карабаха. Иншаллах, все будет хорошо. Дай Аллах. Сейчас, секунду. Халид Хангиев, Анзор, расскажи, пожалуйста, про взрыв на кладбище в момент, когда там Аслан Масхадов выступал. Это было в апреле 96 года в селении Цоцениурт. Именно это было то кладбище, где были похоронены наши братья, вот, наши герои, которые погибли, воюя против российских оккупантов. Вот. И в то время шли переговоры с воюющей стороной, с российской стороной. И была договоренность, что Масхадов, в то время начальник главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, приедет на собрание людей, и он встретится с ними и поговорит с ними. То есть эта встреча должна была произойти именно там, на кладбище. Но он был по пути в Грозный, ехал навстречу, и ему надо было встретиться, и была такая договоренность с российской стороной. И времени мало было, вот что я хочу сказать. Поэтому он не поднимался на трибуну, там была специально подготовлена трибуна. Он сказал людям, что я здесь выступлю, и я должен ехать на встречу с российской стороной. И вот он в то время, когда уже выступал, взорвалась вот эта бомба, мощный заряд, погибли мирные жители. Кто-то, ну, понятно кто, они подложили вот именно под трибуну этот заряд. Вот, ну, так получилось, да, люди погибли. Там, да, лазут в облдольцер. Ну, это были те силы, которые не хотели завершения войны. Я могу сказать, что это были чеченцы, которые работали на Россию. Вот. Именно они были заинтересованы в этом, чтобы совершить какую-то провокацию, чтобы эти переговоры приостановились, чтобы война не завершилась. Вот такие провокации были. Так, я сейчас пройдусь. Вот тут я видел вопрос. Волк-одиночка. Я прочитал ранее этот вопрос и повторюсь. Анзор, каким ты запомнил своего отца? Ну, такой личный вопрос, я имею в виду, мне хочется сказать что-то такое личное. Вот именно я запомнил, у меня всегда это в голове сидит,
когда я в последний раз его видел, ну, живьем, я уезжал из Ичкерии, это было в 99 году, еще задолго до войны. Он меня направлял. Там по работе у нас было это открывать представительство Чеченской Республики Ичкерия. Я помню, как я обнял его, и я сказал: скоро приедем. Вот этот момент. Этот момент. Ну, в то время мы не знали, что будет война. Житель Грозного, что скажешь про муджахидов, которые приехали в Чечню и были убиты? Ну, если я так понял, ты имеешь в виду из других стран или там республик. Те добровольцы, которые приехали в Ичкерию помогать нам в борьбе, в сопротивлении против российской агрессии, это наши братья. И мы благодарны за эту помощь, и мы никогда этого не забудем. Это были люди, которые решили помочь своему братскому народу. Вот. Все мусульмане, мы братья. Вот. Решили помочь. И многие погибли, я знаю. Аллах затлобался Мусира. Сейчас. Субханаллах, я почему-то думал, что это была мина, и что кто-то на нее наступил. Закладывать мины на кладбище обычная практика была. Халид, да, были такие случаи, что вот ставили мины. Я помню, один раз мы разминировали мину прямо вот, где люди ходили. Мина была Мон-100, кажется, ну, большая такая мина. Разминировали заряд этот. Нет, это никто не наступал на эту мину, именно под эту трибуну, да, вот из саманных кирпичей, как бы сделанную, вот туда подложили этот заряд. Ассаламу алейкум. В Чечне был бой. Вчера слышал что-нибудь. Алейкум салам, брат. Да, я слышал. Была просто, ну, больно слышать такое, что погибают наши парни. Далдей албойлиш. Далдей албойль. Вот так подробной информации у меня, конечно, нету. То, что мы знаем. Вот. Дима Царенков, почему ты говоришь, что вы выиграли Первую войну? Дима, почему? Потому что я могу это сказать, и я скажу это. Потому что мы выиграли этот бой. Я не хочу сказать, мы выиграли войну против России. Да, там вы могли бы сбросить там пару своих зарядов, да, которые вы десятками лет копили. Вот. И решили бы наш вопрос. Все, чеченской земли не было бы. Я не про это говорю. Мы выиграли бой. Бой с армией, с российской армией. Самой мощной армией. Вот. И я помню, своими ушами слышал, как эти солдаты в панике рыдали в эфире. И я знаю, насколько мощная была эта операция по захвату, по освобождению нашей столицы. Вот. Я все это видел, я видел, как эта операция подготавливалась, и никакого шанса у российских генералов не было, чтобы вырваться из этого кольца. Потому что мы со своими малочисленными отрядами контролировали все. Мы контролировали вот эти базы, их передвижения, никто никуда проехать не мог.
но мы об этом знаем. Вот поэтому я говорю, что мы выиграли эту даже войну, потому что генералам все-таки пришлось смириться, что пойти на переговоры. Но это было, конечно, хитро. Еще с 1996 года Россия уже начала планировать вторую войну, более как бы умную, хитрую. И она планировалась, вторая война планировалась с 1996 года. Сейчас, секунду. Черкес Адыгов, я про так, хард-диск, да? Там была папка про то, что произошло в Кабардино-Балкарии. Так, можно об этом поподробнее? Просто интерес вызвало. Брат, валикум салам. Ну, я понимаю. Я обязательно вот даю даже слово, что вот по твоей просьбе я обязательно расскажу об этом. Даю слово, но не сейчас. Чуть подождем. Лорс Андерсон. Анзор, ты знаешь что-нибудь о Шамиле? Он был аварец и был амиром группы. Ну, имя знакомое, но я... Так, имя знакомое. Под Дубаюртом. Это может быть 2000 год. 2000 год. Я просто боюсь ошибиться. Если я где-то что-то пропустил, какой-то вопрос, то просто повторите. А то тут большой поток информации. Дима Царенков, вот мне, Дима, мне интересны твои вопросы, у меня есть что сказать. Как ты относишься, что боевики сделали с Бесланом? Боевики с Бесланом, с городом, ничего не сделали. Вот. Там захватили заложников, что очень плохо. Я против этого. И как здравомыслящий человек должен быть против таких акций. Но у меня тоже, знаешь, Дима, создаются такие вопросы. Почему те люди, которые свободно поехали в Беслан и свободно зашли, захватили заложников. Почему эти люди были на свободе? Я что имею в виду? Эти люди должны были сидеть в тюрьмах. Вот их почему-то... Да, я понимаю, Дима. Я просто так подошел. Эти люди должны были находиться в тюрьмах. Как бы. Второе. Почему заранее оружие там было подготовлено в школе? И про это говорят сами свидетели, когда узнали об этом, когда начали поднимать эту тему про оружие, которое находилось в школе, почему-то все эти улики убрали. Ну, там много вопросов, понимаешь? Нам это абсолютно не было выгодно, абсолютно не было выгодно. И даже если Шамиль Басаев взял на себя захват школы, но мне все равно не верится, понимаешь, Дима? Мне как-то не верится, я просто не могу это... Может быть, но все-таки мне не верится как-то. Что-то там не то. Но... Понимаешь, когда они захватили, еще такой момент, когда они захватили эту школу, ладно, это все плохо, я против этого, как я говорю, но все равно дети это же были живы. Почему не сохранили жизнь этих детей? Ну, второй момент. Почему отдается приказ на штурм? Ведь там были дети. Вот.
если так винить, то, ну, скажем, ладно, Шамиль Басаев виноват в этом. Шамиль Басаев виноват в том, что захватил школу, а не в убийстве. Ну да, где-то как-то так, это участие, но главный убийца – это Путин. По Беслану смотрите Дудя, по «Все хорошо» рассказано очевидцами. Да, там все рассказано, но не все рассказано. Не все там рассказано. Есть моменты, где я не согласен, есть моменты, где я мог бы поспорить вот так. Еще много чего недорассказано, где можно было что-то еще добавить для правды. И да, еще, Дима, я вот как помню, ну ты тоже, наверное, слышал, что во время... Я никого не оправдываю, нет. Если человек виновен, то он виновен. Но я помню, Ведено бомбили в Первую русско-чеченскую войну. Вот, убили много родственников Шамиля. И почему-то после этого пошли вот эти захваты. Ну и такой момент. Просто не надо тоже забываться, надо все учитывать, если обо всем так говорить. Я нигде никого не оправдываю. Да, что ты думаешь про геноцид черкесов и заселение их территории русскими? Ну, это политика Москвы, Кремля, всегда так ведется. Это наши земли, наши родные земли, где мы веками жили. Вот. Но если заселяются специально с таким подходом, конечно, это плохо, и что я скажу, это уже как бы агрессия на эти земли, а то, что кто-то у нас живет, мы же не были против. У нас, например, жили и азербайджанцы, и армяне жили, ну, в Грозном, я помню, евреи жили, украинцы жили, и многие другие, мы ничего, жили, пока не начали бомбить. Так, все тут быстро пошло, пока я отвечал. Ну вот, Анзор, вы были знакомы с Анной Политковской или Валерией Новодворской? Нет, я не был знаком, но я много читал их, много читал. И ну, там есть моменты, например, где я не был согласен с Анной Политковской, например. Да, она говорила правду, и за что мы благодарны, мы чеченцы. Но есть моменты, где можно было бы тоже поспорить, вот, которые мне не понравились. Например, ну, возьмем даже вот ее отношения, но сейчас она не жива, ее убили, путинская власть. Ее отношение к бойцам чеченского сопротивления, к нашим воинам. Вот. И как она все-таки пыталась, называя их то ли бандитами, то ли боевиками, нет, это наши герои были. Они не воевали бы, если бы к нам не пришли бы с войной, например. Анзор, а Таймураз Мамсуров перед тем, как оскорбить твоего отца, знал, что он не имеет этому отношения. Да, очень некрасиво это было с его стороны. Человек, который занимал такой высокий пост, ну, пошел на такие оскорбления вот, в адрес человека, который хотел спасти, прийти, рискуя спасти жизнь этих детей, заложников. Он никакого права не имел высказываться в такой форме против
моего отца против моего президента. Алейкум салам. Алейкум салам. Сейчас, секунду. Житель Грозного Анзора, ставь провокационные вопросы, например, про Беслан. Да нет, почему? Это вопрос, на которых у нас есть ответ. Никаких проблем. Анзор, выход из Грозного и затем Комсомольское. Твое мнение? Но мое мнение, ну я скажу, мнение главнокомандующего нашего президента, он был против этого. И он не знал, что наши отряды, наши воины выходят из Грозного. И что затем окажется в селе Садикота, Комсомольское, где мы понесли большие жертвы. Вот. И при выходе города Грозного тоже самое. Это была ошибка. Если должен был быть выход, то можно было бы это сделать как-то более грамотно. Сега да больше дала за твой был даже. Раднар Хаки. Почему федералы русские расстреливали танками школу в Беслане? Там ведь были дети. Да, там танк был, там по школе стреляли из огнемета «Шмель». Ну, представляете? Минимум 3 заряда было выстрелы. Анзор, когда возобновится Ичкерия? Может в любой момент. Вот Аллах может так сделать, что сейчас это произойдет, да? Вот все по воле Аллаха. Мы должны быть готовы ко всем вот изменениям, вот, стремиться к единству, нашему единству. Вот. Анзор, я поражаюсь, насколько был дискредитирован Аслан, что его приближенные удивлялись, когда Аслан оказывал сопротивление против оккупантов во время боя. Ну, этот момент. Где-то кто-то может говорить, что наш президент был вдали от боевых действий. Вот. Нет, неправда. Он не был таким человеком. Не был таким человеком. К примеру, те люди, которые были против президента, нашего президента, как-то оказались в одном бою, выходе из окружения, из села Алирой. Вот. И эти парни, воины, когда увидели, что и президент стреляет из своего автомата прицельно, они были удивлены. Вот. То есть, ну, это те люди, которые до Второй русско-чеченской войны противостояли, было такое противостояние президенту. И после боя, после того, как они вышли из окружения, они между собой рассказывали вот как бы вот, ну, такими словами «ничего себе». А нам-то внушали, что он работает на русских. Вы видели, как он стрелял по ним, по русским из автомата? Вот. Вот такое было. Я могу много случаев таких рассказать даже.
Я боюсь вот пропустить вопросы, поэтому я очень пытаюсь аккуратно. Если я пропущу, то я извиняюсь. Насчет подробностей о том, что было сегодня в Октябрьском районе, ну, я то лишь читал, пока я не имею связь, вот прямую связь с домом. Осторожничаю. Алейкум салам, кстати. Ну. Вы сейчас вот Осман Ататюрк, почему ты с Кадыровым сравнил Садулаева Малика и в том, что он является предателем? Он что, перешел на сторону России или против своего народа? Осман, я видел, где Малик Сайдулаев дает интервью, а сзади у него флаг Ичкерии. Это было, скажем, в начале 2000-х годов. И он дает эти интервью, кажется, он в Москве был в то время. Вот. И как этот человек свободно мог разъезжать по России, да? Ведь даже за фотографии рядом с флагом Ичкерии наших парней просто не то что сажали в тюрьмы, но и убивали. И я помню его стремление взять эту должность, быть вместо Кадырова, когда у них вот эти выборы в кавычках были. И если бы он там очутился бы, я уверен, его просто так не оставили бы. Если даже Малик Сайдулаев, он хороший человек, да, если, то ему пришлось бы делать то, что делал Кадыров. Вот что я хотел сказать. Noch čo антиприкол. Allah reisvil. Низам аренза официальной регистрации Иньюй Сахитря. Я извиняюсь, что на своем родном. Ну ладно, скажу на русском. Если я понял, то ты про название, да? Низам аренза. Нет, я такой регистрации не делал. Яцун. Сейчас, секунду. Анзор, как ты думаешь, Турция поможет чеченским муджахидам, когда начнется освобождение Ичкерии от российских оккупантов? Хочешь честно? Не думаю. Нет. Официально нет. Официально нам ни во время Первой русско-чеченской, ни во время Второй русско-чеченской ни одно государство не помогло. Ни в чем. Мы оказались один на один с ядерной державой в войне. Я не думаю, что кто-то нам как-то вот так официально поможет. Но есть много других методов. Нам надо быть умными, беречь себя, беречь свой народ, беречь свое, наше родное, да, в первую очередь религию, в вторую очередь наши вот чеченские корни, язык. Все это надо, историю, все это надо беречь. Лорд Сандерсон, Анзор, какое личное оружие было у Аслана Масхадова? У него было в последнее время у него был пистолет Стечкина и был автомат АКСУ 5.45. Сашка, Анзор, если бы все вернуть назад, что бы ты изменил? Ну, время не вернуть назад, если бы, конечно, это было бы возможно.
то, наверное, можно было бы много чего изменить. Например, ну, будем учиться на наших ошибках. Мы должны жить, и наш народ будет жить, и никто не сможет сломать наш народ, не сможет. Мы все равно не сломлены. Хотя сегодня нам тяжело, как-никак мы прошли 2 войны, испытали это на себе и испытываем этот режим сегодня. Это тоже своего образа как бы война, да, оккупация. То есть все еще впереди, иншаллах. Сейчас, секунду. Так. Лорд Сандерсон про пистолет Стечкина. Знаешь, ну это вообще ненадежный пистолет. Анзор, как ты относишься с Тумсо? Ну, ты, наверное, про Тумсо. Если человек сегодня открыто говорит о преступлениях режима, которые вот марионеточного режима или же преступного режима России, этот человек мне брат, будь он чеченец, будь он кем-либо. Аслан Сад Дадик Хейлха Даввизель. Валикум салам. Расскажи о имаме Алим Султанове, Далгяш Дольсон и других бардов, восхваляющих свободу. Валикум салам, брат. Ну, как мы знаем, имам Алим Султанов был, можно сказать, он был в первых рядах и своими словами, своими песнями. Он в то время пел песни, да. Поднимал дух, вот это я помню. Вот. Хотя и без этого у нас этот дух был, были уверены вот в себе, в своей правоте, и что Аллах нам поможет, и Он нам помог, потому что в наших рядах было единство тогда. Вот. Анзор, у тебя много братьев? Много. Вы мои братья. Родного нет, к сожалению. Скала, Анзор, по версии русских, Аслана застрелил охранник, что не дать себя пленить. А какой версии ты придерживаешься? Извини за вопрос. Я понимаю. Но это версия того государства, которое убило нашего президента. Поэтому я не хочу верить и не верю. Почему? Потому что у меня есть и другие факты. Ну, скажем, один факт я скажу там, что в его тело попало 5 пуль. И с разных сторон, и с разных углов. Вот как тогда мог охранник таким образом, даже по просьбе, выстрелить в него? Я этого не могу понять, не понимаю. Мне кажется, Тумсо повторяет ошибки тех людей, которые были против Масхадова.
Но в первую очередь не против Масхадова, а против президента были в то время люди, которым внушали, которым говорили, что Масхадов не на правильном пути, то есть президент, что он заодно с русскими, вот, что он не хочет шариата в республике, что он не хочет ислама в республике. Ну, специально вот как бы внушали людям, противопоставляли вот против президента. И все это делалось Россией, чтобы разделить нас. И если кто-то сегодня будет делать такое же, будет нас делить, то для меня нет разницы, как его зовут, и разницы в том, что будь он какой-то человек или же тот российский оккупант. Вот для меня это одно и то же. Тот человек, который будет делить нас. Но то, что ты задал вопрос про Томсо, я не видел этого. Томсо говорил. Анзор, что ты думаешь о тех бойнях и геноцидах, которые проводили русские 300 лет и проводят по сей день? Стоит ли предъявить счет русскому народу за эти преступления, или же нужно забыть и простить? Почему русскому народу? Русскому народу, вот, если предъявлять счет, то Россия, Кремль никогда не сможет заплатить за все это не 300 лет, а 400. Даже вот я напомню, помните, Борис Николаевич Ельцин во время встречи с нашим президентом Русланом Масхадовым говорил, что вот закончилась 400-летняя война, понимаешь. Вот, они сами это признали. Но придет день, мы счет предъявим. Вот. Будут вопросы, много вопросов. Алейкум салам. Чин Софт Бель. Так. Анзор, что ты думаешь про ситуацию в Беларуси? Имеет ли мирный протест шанс на победу? Имеет. Я вижу, как люди сплочены, вот, как они встают, вот, как они организованы, вот, и завидую вашему, если ты белорус, вашему единству. Вот, нам этого не хватает. Нам, конечно, сложно. Мы видели 2 войны, мы испытали это все, и нам сегодня как-то собираться вот так будет очень сложно, конечно. Но вы очень смелый народ. И, конечно, возможно. И я верю в ваше будущее, что вы сможете. Свободный гражданин, 450 лет, Анзор, ты пишешь. Ну, я привел слова Бориса Ельцина, который сказал 400-летней войны, понимаешь. Есть такое даже видео. Сейчас, секунду. Лорд Андерсон. Анзор, были попытки вернуть тело Аслана? Если да, то какие были ответы на эти попытки? Лорс, наша семья, мать, сестра, вот мы все сделали все возможное, все, что от нас зависит. Мы обращались во все инстанции, во все возможные инстанции, и требовали у России выдать тело главы нашей семьи. Это как наш долг семьи. Вот, обращались
ко многим другим организациям, обращались к религиозным деятелям. Вот, в мире там, да, есть такие имамы и так далее, патриархи. Вот, обращались к патриарху России даже, ну, много было обращений. А также обращались к комитету солдатских матерей. Это тот комитет, которому мой отец, вот, начальник главного штаба в то время, выдавал военнопленных. Очень много пленных отдал. Ну, сегодня в России такая власть, которая не то что воюет с мирными жителями, даже соседних государств, там, республик, но и вот воюет против убитых, не выдает тела. Но они приняли такой закон, что тела террористов не выдаются, говорят они. Но нигде не доказано, и не смогут они доказать, что Масхадов являлся там террористом. Ну и там все приписывают ему. Вот. По российской версии, что Масхадов был виноват в том, что они так говорили, у меня даже видео есть, мол, Масхадов виноват в том, что произошло в Дагестане в 1999 году, хотя это Россия сделала. Масхадов виноват в том, что где-то там метро взорвали, хотя это российские спецслужбы сделали. Масхадов виноват, они говорили, в том, что взрывали дома в России, хотя ни одного чеченца, ни одного доказательства нет. То есть какая-то вот эта чушь была на самом-то деле. И нигде не доказано, что он был террористом или поддерживал какие-то акты, или их совершал, наоборот. Он, будучи военным, вот настоящим офицером, есть такое понятие быть офицером, да, без разницы какой армии. Вот он и был человеком, и хорошо относился к военнопленным, к телам. Он много раз призывал этих российских генералов, оккупантов собирать тела своих солдат, когда те не хотели этого делать. Вот такой был человек. Нет, они по сегодняшний день не выдали его тело. Адам Зеттер, да ладно, убийство Анзора в Австрии, дело рук ФСБ. Да все знают, кто убил Анзора. Маждада. ФСБ Российской Федерации специально запускает дезинформацию об убийстве Масхадова, что его застрелил охрана, чтобы изобразить из него Геббельса, которого тоже сбила охрана. Это хитрый трюк ФСБ. Ну, они там, да, вот сейчас опять повторюсь, они вот говорили, что Масхадова убил его родственник, его охранник. Так они преподносят. Ну, а почему тогда этот спецназ, который окружал дом в Толстой юрте, где был убит Масхадов, почему они убивают своих спецназовцев, которые летели на вертолете, потом вертолет упал, задел провода, как они обычно это списывают, и они убили своих спецназовцев. И странно ли? Так, вернусь обратно сейчас.
Мотор Кинг. В Минск каждый день выходят люди в 21:00 на улицу. По нам стреляют из оружия резиновыми пулями. Но люди все равно выходят. И меньше не становится. Да, вот поэтому я говорю, ну, вы даете, вы сможете. Это ваше право, это ваше законное право. И, ну, я помню даже это было в 95-х, 96-х годах, то, что я сам видел, как российские оккупанты стреляли по митингам, ставили мины, ну, противопехотные мины. И даже там из миномета тоже было стреляли. И потом, во время Второй русско-чеченской войны, уже начали, и хотя и в Первую тоже войну, наглым образом вот так стрелять по людям из автоматов боевыми патронами. Да. У чеченцев не хватает мужества, у которого есть у белорусов. Ну, брат, не говори так. Почему? Почему? Вот если я сейчас буду призывать, или кто-то будет призывать, у нас это будет сложно. И все мы это знаем, и знаем почему. Вот. И они подходят к этим вопросам вот в самой подлой такой форме, когда у нас дома, где просто забирают родственников, могут их пытать самыми там варварскими методами, сжечь дома, выгнать людей из сел, республики. Это же все было. И сегодня, если собираться так, я думаю, это будет очень сложно. Так. Не дочитал, да. Угу. Кто-то, мол, здесь, недовольство, почему я на русском говорю. Ну, я могу и на норвежском тогда, или там английском, или на другом языке, и на своем родном языке тем более говорю. И не надо вот так говорить, да. Я, может, свой родной язык лучше, чем те, которые вот это говорят, лучше них знаю. Вот. У нас дома мы всегда разговаривали на своем языке. Хранили. Доузер, Анзор, участвовали ли осетины в чеченской войне? Если да, то сможешь подробно описать их участие? Анзор на норвежском не надо говорить. Да, у меня вот на последнем хард-диске это есть информация. Как раз кто-то у меня спрашивал, наш брат, про события в Кабардино-Балкарии. Вот. И поэтому я потом к этому подойду. У меня есть факты с того хард-диска. Убийца Шогана, Лорс, чеченцам ни один лидер не поможет. Чеченцам нужно единство. Да, ты прав. Единство в первую очередь ради Аллаха. И Аллах нам поможет. Наше единство нужно. Ва алейкум салам.
Дима Царенков, так, я читаю твой вопрос. Что тебе не отдали похоронить отца, это неправильно. Конечно, неправильно. Да, он многим матерям вернул и живых детей, но зачем Путину и спецслужбам взрывать дома и метро, чтобы обвинить чеченцев? Да, это бред, зачем это надо было? Но когда вот в России в то время взрывали, например, автобус, да, или метро, вот, где много людей, вот места вот взрывали, им нужно было поддерживать настроение, ну, российского народа, чтобы этот народ поддерживал российскую армию, которая как бы правильно, что воюет против чеченцев, вот так, в этом тоне, да. Вот они приезжают сюда и взрывают нас, ну, чтобы такое мнение было ради поддержки. Вот эти взрывы домов, они готовились, ну, это понятно, там много доказательств, даже то, что покойный Литвиненко говорил. Кстати, у меня его кассета тоже есть, мы с ним как-то общались 2-3 раза, он мне присылал кассету. Вот, и он доказывал, и доказывали многие другие люди, тем более в Рязани сотрудники спецслужб попались в руки жителям города с гексогеном и с электрическими детонаторами, проводили учения. Ну, там все доказано, и Путину это нужно было для того, чтобы обвинить в этом чеченцев и начать войну против чеченцев, чтобы прийти к власти. Вот для чего. Тот же, в кавычках, поход в Дагестан, то же самое было спланировано российской властью для смены алкоголика Ельцина, который вот-вот уже должен умереть, на нового, более как бы энергичного КГБшника в то время, вот, бывшего. Вот, чтобы его привести к власти. Вот зачем. На нашей крови. Да, действительно, за меня то уже ответили, что Путин к власти пришел, так оно и было. Сейчас, секунду. Анзор, расскажи, пожалуйста, как ваша власть, вот я потерял этот вопрос уже, но если увижу, отвечу. Ваша власть держала в плену, вымогая денег брата и сестру маленького Сайдулаева, но кто именно? Кто именно это сделал? Если мы будем говорить про вымогательство, вот, крали людей, да, вот про это, если мы будем говорить, то я могу много фактов привести и доказать, что за всем этим стояли российские спецслужбы. И как я говорил, и как я всегда говорю, Россия готовилась к войне, вот, и создавала такой плохой имидж чеченского народа, имидж руководства Ичкерии. Вот для чего все это делалось. Почему те люди, которые захватывали заложников, там, крали людей, почему эти люди потом, когда началась Вторая война, оказались рядом с Кадыровым? Почему они уехали в Москву, там жили спокойно? Ну, просто я даже Влади Байсаров, да, Ямадаев, Саидовы, Дениев. Я потом подробно расскажу об этом. Вот.
Аслан Сад, Анзор, расскажи о событиях 6 августа 1996 года. Что помнишь о тех днях? В то время, ну я об этом раньше тоже рассказывал, в то время шли мирные переговоры, и ну я как коротко скажу, чтобы быстренько ответить и потом ответить на другие вопросы. Вот, я помню все, как подготавливалась эта операция. Она была уже подготовлена давно, она готовилась давно. Я это видел на карте. Вот, и в то время шли переговоры с российской стороной, но если вы должны тоже помнить, как они убили мирных жителей, как бомбили Веденский район, то есть нарушили вот это соглашение, и переговоры как бы прервались. И поэтому у нас у нас было право провести любую операцию, и вот мы провели ее 6 августа 1996 года. Туда зашло не так уж много наших бойцов, были резервы, были также освобождены другие города. Вот, и даже до середины запланирования этой операции не дошло. Там после этого даже были более интересные моменты, приготовленные Масхадовым. Потому что там, да, говорили, что вот Пуликовский дал там ультиматум 48 часов, что он бы там освободил бы Грозный. Да не освободил бы, не освободил бы, угробил бы свою армию там и все. Потому что я говорю, то, что было приготовлено потом, это не произошло, и никто это не увидел. До этого не дошло просто. Вот так, коротко говоря. Сейчас, секунду. Осман против Масхадов были определенные силы, прикрываясь громкими словами шариат, джихад и кормили с рук России. Масхадов не хотел крови-то, и так израненные плюс напичканная агентура Российской Федерации. Убийца Шугана, да, ты прав. Вот этим спецслужбам им удалось все-таки разделить наше сопротивление, и у нас это противостояние внутри было, никто это не отрицает. Так что даже реагировать на это и не надо. Анзор, ты знал бригадного генерала Нашхо Чхаймартана. Если ты помнишь его фамилию? Дейцер, Анзор, правда ли, что в России давали квартиры тем, кто говорил о геноциде в Ичкерии? Ну, эту тему о геноциде я как раз говорил, у меня записанное видео есть на этом канале. Вот я говорил про геноцид русских в Ичкерии. Ну, это была провокация. И
кто, если подписался, да, на это, ну, этих людей просто, как сказать, грубо кинули. Они поехали в Россию, вот, их там кинули, ничего им не дали, ничем не помогли. Наоборот, для них геноцид был, когда они вернулись, поехали в Россию. Я про русское население. Вот там им было сложно. Вы опять про Беларусь. Аслан Сад, ну, я, да, прочитал твой вопрос. Да, принимал участие. Сейчас Ламали, да, Дадаев. Доузер Анзор, знаешь ли про геноцид Ингушей 92 года? Смог бы осветить те события? Брат, убили много людей, наших братьев. Вот, пролили кровь. И мне всегда интересно, кто же за этим стоит. Вот. И всегда вот этих организаторов я почему-то нахожу в Кремле. Да мы все это знаем, кто это сделал и для чего это было сделано. И Аркадий Власов, насчет света, да, организую по ходу. Сейчас мы будем завершать. Сейчас. Ник, Анзор, а ты сам участвовал в боях? Интересно. Анзор. Про мое участие в боях, да. Участвовал. Для меня эта война началась давно. Вы в то время не слышали таких фамилий, как Хамбиев, Магомед, или там другие. Вот. Для меня это все началось в 94 году. Почему я не говорю, вот, да, не хочу просто, потому что все ради Аллаха делалось. Ну, так. Ну вот, сейчас, как мне тут уже напомнили, мне очень приятно с вами, мне очень приятно читать, мне очень приятно с вами общаться. Есть очень много вещей, чтобы о чем поговорить, затронуть темы, но, иншаллах, все будет. Анзор, а ты общаешься с сыном Джахара, вы оба дети. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Да, я с Деги встречался, это было давно. Хорошо. Да, доброй ночи всем. Мотор Кинг. Аллах, рейс Фурмасана. Я тоже был рад. Ну, я буду стараться. Ну, встретимся скоро, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.